Асфальтное покрытие, освещение, установка малых архитектурных форм, строительство современных скверов, реконструкция улиц. За 5 лет реализация национального проекта в Карабулаке благоустроили 26 общественных территорий. Одной из первых в Карабулаке преобразили улицу Нефтяная. Здесь полностью поменяли асфальтное покрытие, проложили пешеходные дорожки, установили освещение и создали зону отдыха со скамейками и урдами. Улица в ремонте нуждалась давно. Здесь рядом школа, детский сад и отделение банка. Лида Итазова каждый день проходит через эту улицу на работу. Изменения невозможно не заметить, признается женщина. خستوها مصنع تاتو أرستواديات بيرش داحي بخموتجي دال ساق دويش نوزن ديال مصر خص زياد واش قبل التالي قتش قلتش توايا يبي مصنع داحي بوخ شارزوس خو حسوالي خو ناقة توايا كتشواه برغطوية داحي بخموتجي أسر أتوالد عم ختكاش كحز مصنع خص إجديات أقار مش نعود تدخ موتجي مصنع توايا خذ يا أقار. Все работы провели в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Комфортная городская среда». После реконструкции улицу расширили, тем самым увеличили пропускную способность. В первоочередном порядке в городе благоустроили самые проходимые территории, которые особенно нуждались во внимании. В основном акцент делался на благоустройство улиц, где у нас в основном сосредоточены социально значимые объекты, такие как школы, детские сады, учреждения здравоохранения или же другие религиозные объекты. Как я уже сказал, 26 объектов благоустроено. В основном виды работ у нас были восстановление дорожного полотна, организация пешеходной зоны, организация уличного освещения, также установка малых архитектурных форм. Это непосредственно на улицах. Также у нас благоустраивался и сквер ветеранов с установкой элементов озеленения, с установкой элементов малых архитектурных форм и также создание зон отдыха. Заметно преобразился в городе и парк ветеранов. Сейчас детишки в школе, но в теплые деньки здесь много желающих прекрасно провести время со всей семьей. Территорию парка полностью озеленили, установили ограждение, фонтан, игровые зоны и умную автоматическую поилку с сенсорным краном. Также проложили пешеходные дорожки и освещение. Благоустройство парка – результат национального проекта. Данный объект у нас сквер ветеранов. Благоустройство осуществлялось это у нас в 2020 году. В 2020 году у нас помимо этих объектов было еще 5 объектов в общей сложности. 6 объектов благоустраивалось. Здесь у нас состояние данного сквера было очень плачевным. Не было элементарных зон для отдыха, ни скамеек, ни тротуаров. Но благодаря той программе мы привели в соответствие данную общественную территорию, установили фонтан, сделали пешеходную зону, также были элементы озеленения, освещения, урны, скамейки и также детская игровая зона. В рамках программы «Комфортная городская среда» помимо реконструкции улиц и парков в городе появились и спортивные сооружения. Уже излюбленным стал у молодежи мини-стадион по улице Кирова. Здесь поставили 2D-ограждение в 4 метра в высоту. На футбольном поле уложили искусственный газон с резиновой крошкой. По соседству с футбольным полем установили воркаут-площадку. Здесь, в третьем микрорайоне, у нас абсолютно отсутствовало какие-либо детские игровые или спортивные площадки. Поступало очень много обращений по результатам рейтинга голосования, по результатам обращений граждан. Данный объект был включен в программу, муниципальную программу формирования комфортной городской среды и был реализован в этом же году данный проект. Благодаря этому проекту мы построили, получилось у нас построить, как мы видим, мини-стадион со всеми необходимыми элементами для занятия мини-футболом, также занятиями другими видами спорта. Ярким и значимым для города стало благоустройство улицы Фрунзе. Проведенные строительные работы были высоко оценены на всероссийском уровне. На всей протяженности проложили асфальтное покрытие. Здесь рядом мечеть, школа, христианское и мусульманское кладбище. После ремонта появилось освещение, поставили лавочки и не только. Недалеко от Фрунзе благоустроили и улицу Зязикова, где расположена центральная соборная мечеть. Очень много населения и в пятничные намазы посещает. И также учащиеся второй школы. Тоже была у нас аналогичная проблема. Отсутствие дорожного полотна, отсутствие пешеходной зоны, уличного освещения и парковочной зоны вблизи соборной мечети.
При реализации данного проекта нам удалось вот эти все недочеты устранить, организовать и пешеходную зону, и восстановить дорожное полотно, также организовать парковочную зону вблизи соборной мечети. Программа продолжает свою работу, а значит, впереди еще больше благоустроенных улиц, скверов и парков. Цель комфортной городской среды сделать отдых доступнее и приятнее. Лина Цичоева, Джамалил Сутыгов, Новости 24.